Саламатсыздарбы, кадырман мекендештер. Топ-шоу программасы жалпыңыздарга салым айтат. Алдыда 32-нчи жайкы Олимп оюндары башталуу алдында спортчулардын бардыгы Токио шаарында. Ал эми биз болсо дал ошол Олимп оюндарында кыргыз спортчуларынын кандай мүмкүнчүлүгү бар жана бул Олимпиада оюндары эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Дал ушул суроолорду талкуулоо үстүндө отурабыз. Кызматыңыздарда мен Бактияр Кыдыралиев, Азамат Асылбашев, Адилет Темирланов. Ал эми конокто болсо биздин журналист, блогер ага Самат Жубакадыров. Кош келипсиз. Негизи бул Олимп оюндары ушул бир жыл артка жылды. Ал дагы ушул болбойт деген учурга барды. Негизи бул Олимп оюндары эмнеси менен өзгөчөлөнөт жана сиздердин оюңуздарча кандай болот? Мага суроо да. Жалпы эле. Эми жалпы эле айтканда, быйылкы Олимпиада негизи буга чейинки эгемендүүлүктү алгандан беринки Олимпиаданы ала турган болсок, быйыл көбүрөөк оптимисттик бир абалда турабыз. Баягы дүйнөлүк рейтингден ала келе турган болсок, биз бул жолкусун бир спортсменди дүйнө жүзүндө учурдагы чемпион катары, учурда биринчи ордогу рейтинг катары бул эми Айсулуу Тимбекова тууралуу болуп атат. Бир спортсменди жөнөтүп атабыз. Бул Кыргызстан үчүн өтө чоң үмүт берип турган. Андан тышкары негизинен айта келе турган болсок, биздин балбандарыбыздын дагы бул жолку мындай темперамент, характерлери дагы бир аз башкача болуп турат. Жакшы бир үмүттөрдү алып келчүдөй болуп турат. Калган оюн көрсөтөт. Негизги үмүттөр албетте быйыл Кыргызстан ушу эгемендүүлүктөн бери көрбөгөн. Алтынды быйыл көрүп калабыз деген дагы деле болсо ошол үмүттө турабыз. Спортчуларыбыз да калган үмүт. Ну, если говорить о моем мнении, я лично считаю, что все лицензианты, вообще эта Олимпиада для Кыргызстана, для нашей страны выдалась одной из самой такой неудачной в плане количества лицензий. Это самое минимальное количество за всю историю независимости нашей республики, поэтому такой вот негативный момент присутствует. Но с другой стороны, хотел бы отметить, что я лично считаю, что именно на этих летних Олимпийских играх в Токио мы никогда еще не были так близки к золотым медалям, как отметил наш коллега, так как есть большая надежда на наших девушек, борцов, Айсулу Тунубекова, Айпери Медеткызы, Мирим Джуманазарова. Мне кажется, вот, первую историю золота Кыргызстана привезут именно девушки. Так что в целом как бы двоякое чувство, но, честно говоря, предвкушение от того, что, возможно, у нас впервые в истории будет одна золотая медаль, вообще первая золотая медаль, думаю, перекрывать все остальные какие-то негативные моменты. Да, я согласен с Адилетом, тоже действительно представлены мы в этом году на этих Олимпийских играх не так широко, как раньше. Да, все-таки чувствуется, что если в первые годы независимости наша страна представляла куда большее количество участников, может быть, это было следствием советской системы, да, спорта, все-таки осталась какая-то база, остались какие-то спортсмены, которые еще имели свой ресурс, то, к сожалению, вот уже прошло сколько лет с обретения независимости, да, и с каждым циклом олимпийским количество спортсменов, получивших лицензию, которые участвуют в Олимпиаде, все меньше и меньше. Это, и, конечно, большой повод задуматься и нашему Олимпийскому комитету, нашему государству, нашему госагентству о том, куда направить силы, как развивать наш спорт таким образом, чтобы мы были в главном, наверное, спортивном турнире планеты. Как Адилет, я тоже очень много жду от наших девушек, борцов. Все-таки хочется, да, наконец-то, чтобы кыргызстанский флаг поднялся на Олимпиаде, да. Очень большие ожидания у меня от Тыныбековой. Все-таки девочка очень хорошо набрала свою форму, да, она из года в год выступает на довольно-таки высоком уровне, да, мы знаем прекрасно, что она то бронзу завоевала, то она серебро завоевала, и вот мы сейчас ждем, что этот успех, эта форма, это ее обретение такой уверенности, да, такой спортивной, мне кажется, должно вылиться. Конечно, это будет и определенным психологическим грузом где-то, да, для спортсмена, но я очень надеюсь, что с ней работают профессиональные специалисты, да, и не только в области достижения результатов, да, не только тренеры непосредственно по этому виду спорта, но и психологи, те люди, которые смогут снять это напряжение, которые смогут дать ей такое равновесие, устойчивость к тому, чтобы она спокойно все-таки реализовала свой огромный большущий потенциал.
Анан биздин спортчулар жалпы эле бул Олимпия оюндарына 18 жолдомо уткан, анан Мария Карабиская катышпайт экен деп ушул мен сиздерден уктум ачыгын айтканда. Демек 17 жолдомо бар, Анан ушул эгерде Олимпия оюндары 2021 жылга жылдырылбай 2020 жылы өтүп калса, анда бизде бул жолдомолорда жок болуп калышы мүмкүн эле, анткени өткөн жылы 4-5 эле жолдомо бар болчу. Петрашовда бар болчу. Менимче жолдомолордун саны болжол менен ушундай эле болмок. Өткөн жылы дагы кээ бир турнирлер дагы ат менен болуп калган да, токтоп калган. Мен болжол менен ушул эле плюс-минус 1-2 болмок. Мен бирок ушунун тегерегинде болмок. Бирок өткөн жылы Олимпиада болсо, менин оюмча биз жана жогорудан беш кылып атабыз, Айсулуу Тынбекова. Ага дагы жеңилирээк болмок. Мен бир эле корккон жерим ушу 29 жаш кыз үчүн аябай оор. Бир эле былтыр дагы Олимпиада болуп алганда мен ичим күйүп бир өкүнгөн жерим ушул болгон. Айсулуунун колунда ушу алтын учуп кетеби деп. Бирок бир жыл бою өзүн таштаган жок, тескерисинче формасын жоготкон жок, кайра күчөтүп атты. Эми алдыда чоң бир секириги калды окшойт, ошонусу менен жакшы аракет кылыш керек, себеби азыр Айсулуунун салмагындагы атаандаштардын баары эң биринчи негизги ошо барьер катары Айсулууну көрүп, ошону эле мисалы үчүн груша коюп алып эле чапкылап эле, сүрөтүн коюп алып чапкылап эле бир аракет кылып атат болуш керек да, жеңүү үстүндө. Өз кезегинде Айсулуу дагы эми ар бир турнир сайын ошо биринчи орунду алган келаткан, бирок эми Олимпиада акыркы чекитти коет экен, күтүп атабыз дагы эле болсо. Экинчи анан карасак, быйыл Айсулуунун жанындагы жогоруда айткан дагы эки кыз, алар былтыркыга караганда быйыл дагы күчтөнүп кетти. Бул дагы болсо бизге ошо өзүбүздүн эле куржунубузга дагы медальдарды алып келүүгө жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлүп отурат. Анан ошол эле ак жолго биз аябай көп үмүт артканбыз. Ошол эле керекинче ак жол арадан бир жыл өткөн, ага дагы бир таасирин берип калды окшойт. Себеби бир жылдан кийин азыр дагы жакшы бир форманы алып калды десек болот. Ошол эле Жоломан Шаршембеков, ал дагы бир жылдын ичинде былтыр болгондо балким барбай да калмак. Былтыр анткени Кыргызстандын чемпиону башка болчу, Калы Сулайманов. Анан быйылкыда утуп алды, андан аркысын Азиянын чемпионатында да жакшы результаттар көрсөтүп, жыйынтыгы менен барып отурат. Жоломан былтыркыга караганда быйыл бир тойло күчтүү. Ошол жагы дагы күчтүү. Эми баягы бир жыл кечирээк болду. Кайсы бир жерден уттук, кайсы бир жерден утулдук, бирок дагы эле болсо алдыда да көрөбүз да ошол жагы. Ну, полностью согласен, в частности, с мнением, что когда Олимпиада была передвинута, это как бы сыграла и на плюс, и как бы в минус. Минус, опять же, то, что вот насчет количества лицензий я тоже полностью согласен, потому что в прошлом году, да, у нас было 5, если не ошибаюсь, 5 лицензий, но еще много лицензионных турниров как бы перенесли. Соответственно, как бы приблизительно это количество лицензий мы должны были получить. Еще потому что есть определенные квоты, да, по определенным видам спорта, которые мы в любом случае получали бы. Это во-первых. Во-вторых, я тоже был в какой-то мере немножко раздосадован тем, что Айсулу, потому что в прошлом году была на пике, но тем не менее, после мы посмотрели ее на многих крупных международных турнирах, да, в Европе в частности, она всех переезжает. Сейчас номер 1 в рейтинге в ее весовой категории — это Айсулу Тыныбекова. Главная звезда своей весовой категории сейчас Айсулу Тыныбекова. Это признаем не только мы, а вообще все спортивное сообщество, потому что во всех возможных международных спортивных сайтах и изданиях Айсулу Тыныбекова в разделе «Женская борьба» занимает первую строчку. Во всех рейтингах. Даже, ну, простой пример, там, Матч ТВ, да, скажем, российский телеканал Матч ТВ тоже, как бы, главной звездой в женской борьбе обозначил именно Айсулу Тыныбекову. Поэтому все наши, как бы, ожидания от нее, конечно, не голословны. Это, во-первых. Во-вторых, пора уже, пора. Потому что, ну, Айсулу Тыныбекова, да, по сути, сколько лет выступает, да, понятно, ей было 18 на Олимпийских играх в Лондоне, она была тогда еще, как бы, молодой, сырой, потом в Рио она не дожала, опять же из-за молодости, да, так, мы знаем. Тем более в ее весе, помним, да, всемирно известная японка, да, она тоже как бы переживала второй рассвет. И вот уже Айсулу Тыныбекова сейчас идет не в роли перспективного борца, который претендует на золото, а именно лидер, номер 1 в рейтинге. Поэтому, по сути, все будет зависеть от психоэмоциональных возможностей Айсулу и вообще ее подготовки в эмоциональном плане. Потому что, ну, в технике и физике, как бы, ну, я думаю, тренерский штаб сделал все, как бы, замечательно. То есть
Физически она готова, но готова ли выдержать давление и вообще выступить хорошо в психоэмоциональном плане? Это самое важное. Почему? Потому что многие задаются вопросом, почему многие спортсмены как бы проигрывают, особенно на Олимпийских играх, потому что там другая атмосфера. То есть сколько бы спортсмен не добивался каких-то локальных побед, но когда дело касается крупных турниров, как чемпионат мира, Кубок мира, Олимпийские игры, там другая атмосфера, там другая аура. И многие спортсмены надламываются в очень такой волнительный решающий момент. Поэтому мы это не раз наблюдали. Поэтому будем надеяться, что в психологическом плане наши спортсмены тоже будут готовы. Но что касается Акжола Махмудова, ну, касательно его, честно говоря, у меня таких больших каких-то ожиданий нету, да простят меня все болельщики Акжола и фанаты Акжола. Ну, потому что нужно понимать, что в его весовой категории конкуренция бешеная. То же самое у Джоламана Шаршембекова. Вообще у мужчин сложнее. И плюс нужно учитывать то, что наши 3 девушки, они как бы очень хорошо выступают на протяжении 2 лет. Последние 2 года, прошлый и этот год, они как бы выступают на одном дыхании. Везде призовые места, везде они выходят до полуфинала и финала. Плюс еще конкуренция в женской борьбе немножко слабее. Нужно это учитывать. И тем более, когда наши девушки показывают такой достаточно высокий результат. Поэтому я склоняюсь к такому мнению, что вот будем ждать золото от девушек. Да, вот еще раз повторюсь. Бирок мына футболду алсак да, мисалы үчүн буга чейин Италиядан эч ким чемпион болот деп күткөн эмес. Анткени Италия эгерде 2020 жылы Европа чемпиондук өтүп калса анда чемпион болбой калышы да мүмкүн эле да. Ал жылдары Франция, Бельгия сыяктуу бир төшай клубтар бар эле да. Мына эле ошол биздин быйылкы лицензия алган жаш спортчуларга карасак, алар 2020 болсо Акжол эле ошол жолдомо албай калышы мүмкүн эле, анткени жаракаттан айыгып мелдештерге катышкан эмес. Ал эми дагы бир топ спортчуларыбыз албай калышы мүмкүн эле да. Мына ошол Дарья Масловада деле менимче бир мыкты мүмкүнчүлүк болуп, азыр бышып жетилип калды окшойт. Анткени ал деле Риодо өткөн Олимпиада оюндарында жашыраак болчу, азыр анын дагы жаш курагына бир топко келип калды. Тажрыйба топтоду, эл аралык мелдештерге катышты, Азиянын чемпиону атыкты. Мына ушул башка спорттун түрүнөн, мисалы пневматикалык, ушул мылтык атууда Каникей Кубанычбекова бар, фехтешүүдө Роман Петров бар, андан сырткары жөөкүлүк Нурсултан Кеңешбековдор бар да. Ушул башка спорттун түрлөрүнөн бизде кандай бир мүмкүнчүлүктөр бар? Эми бизде мындай мамлекеттик саясатты ала турган болсок, бизде эң чоң эле каражат, спортко деген каражат бир тең, андан тышкары ушу күрөшкө дагы бир тең да. Биз бекерден бул спортко басымдуулук жасабайбыз. Себеби мамлекет күткөн үмүт ошол күрөш тарапта турганы бул чындык. Бизде азиаттар бир, экинчиден баягы Кыргызстандагы менталитети жүргөн турган күрөшкө келгенде дагы баягы мыкты жагынан күчтүү экен. Ал эми ошол эле сууда сүзүү, жүгүрүү жана башка спорттордон бизде чын атаандаштык өтө эле чабабыз, сөздүн ачыгы. Эми кандай болуп кетет? Мисалы үчүн Олимпиада ушундай экен, бүт эле спортсмендер азыр биз мыякта сүйлөшүп отурабыз. Бирок бүт эле спортсмендер күн түндөй бир да мүнөт убактысын бош калтырбай иштеп аткан учурда, ал учурда бир нерсе болуп кетиши мүмкүн. Ошол эле биздин атаандаштар, биздин могу күрөшкө бараткандар башкалары деле бүт баары эле азыр иштеп атышат да. Ошол эле арасында биздин спортчулар деле башка спорттун түрлөрү боюнча, жалпы мисалы күрөштөн башкасын сурап атасыз, ошол тууралуу айта келгенде чындап эле болуп кетиши мүмкүн. Маслованын деле бир топ жеңиштерин билебиз. Ошондой сыяктуу мен чын айтайын, бир кайсы бир өзүмдүн тобокелчилигимди алып туруп ушул спортсмен деп койбойт элем, бирок күчүбүз керек, баардыгынан күчүбүз керек, бараткан спортчулар баардыгынан күчүбүз керек. Себеби ушу 6 миллион калк үчүн 17 киши бараткан бул деген каймактар баратат да. Бир нерсени күчүш керек сөзсүз. Я не знаю, да, я где-то соглашусь, наверное, с каждым из выступающих сегодня, но действительно, на мой взгляд, кроме Айсулу Тыныбековой, наверное, у остальных спортсменов шансов не так много, действительно очень высокая конкуренция, очень много мы проигрываем ведущим мировым державам, да, в каждом виде спорта, в процессе подготовки, где-то в технологиях, где-то там
в достижениях спортивной медицины, реабилитации и всего прочего. И нам очень сложно в этом конкурировать с большими державами. Да, у нас есть запас, каким-то образом чудом сохранился запас у нас в борьбе. Да, наши спортсмены, наши тренеры действительно добиваются постоянно высоких результатов. И я бы назвал бы даже где-то феноменом нашего спорта. Да, ведь тот же бокс, если взять, да, ну, практически, ну, очень грубо, если сравнивать, это примерно одинаковый подход. Да, что борьба, что бокс, это один человек сражается. На подготовку одного спортсмена примерно уходят такие же ресурсы, как в борьбе, так и в боксе. Но в боксе, к сожалению, мы не имеем ни одной лицензии. Да, вот. И действительно, я из всех остальных спортсменов, кроме Айсулу Таныбековой, я, наверное, чуть больше жду от Дарьи Масловой. Действительно, спортсменка очень потенциально может выстрелить, да, как, может быть, в качестве темной лошадки, да, может быть, на нее не все ставят. Но вот по отношению к остальным спортсменам, я думаю, что они должны показать, доказать всем, что они могут перепрыгнуть свою планку. Вот. А насколько высока она будет, дай бог будет серебро, дай бог будет бронза. Если будет золото, конечно, мы все будем очень рады. Вот. Но все-таки я считаю, что Айсулу Таныбекова имеет самый реальный шанс из всех наших спортсменов. Чуть поодаль от нее, но чуть выше остальных стоит Дарья Маслова, и затем только все остальные наши спортсмены. Для меня лично так. Фехтование, да, это очень такой интересный вид спорта. В бытность еще Союза наши спортсмены всегда на европейских, на мировых, на олимпийских состязаниях выступали очень хорошо. Да. У нас была хорошая школа, но затем фехтование в Кыргызстане я, честно говоря, может быть, и не слышал, не услышал, но я никогда не слышал того, чтобы наши спортсмены достигали хороших результатов. Дай бог, это будет первое. Может быть, в этом и будет какая-то, с другой стороны, еще такая неожиданность приятная для нас, да, что с фехтованием вроде никто на него не ставит, на спортсмена нашего, а он возьмет, да, и выиграет медали какие-то. Это будет очень даже хорошо для того, чтобы мы больше, наверное, разбирались, больше изучали, больше интересовались этим видом олимпийского спорта, ну, как и другие. В фехтовании у нас были призы, там, по-моему, если не ошибаюсь, в этом году и в прошлом году там, на турнире в Ташкенте наши спортсмены себя неплохо показали. Да, в последнее время. Да, Вот в после континентале. СССР, да, и до последнего времени как-то не В слышно. 2012 году у нас тоже была лицензия, забыл, как же, Золотухин или как же звали фамилию, у нас тоже была квота, лицензия на Олимпийских играх в Лондоне. В Пекине я точно не помню, но на играх в Лондоне у нас была лицензия по фехтованию. В фехтовании есть определенная квота, то есть своя система подсчета, как бы. Окей. По поводу Дарьи Масловой, вот, хотел бы об этом тоже поговорить. Я, конечно, жду от всех наших спортсменов, конечно, медали, но если так убрать в сторону патриотизм и голословность, ну, мне кажется, Дарье Масловой будет очень тяжело. Почему? Потому что, ну, да, на континентальных турнирах она одна из сильнейших, что по Азии, по Центральной Азии, как бы, да, на азиатских играх, но не стоит забывать, что на Олимпийских играх очень много приедут спортсменок из Африки. Из Африки, да. Да, то есть именно спринтерская гонка и марафон, вообще это, ну, как говорится, это зона ответственности африканских спортсменов. Bizde de biroq Afrikada эле шарт да. Не, ну, понятно, да. Шарт жок. Нет, тут, знаете, проблема в том, что большинство, 90% медалей уходит именно спортсменам, бегунам из Африки. Это как бы факт, общеизвестный факт. Поэтому, ну, конечно, надеемся на Маслову, но тем не менее, я думаю, ей будет очень тяжело. А в целом я бы хотел немножко поговорить о другом. Вот наш коллега отметил, что, ну, как бы это общеизвестный факт, ни для кого не секрет, что наше государство приоритет отдает борьбе, да, то есть борьба получает у нас такое, знаете, особое внимание, то есть особое финансирование. Я лично с такой системой категорически против. Почему? Сейчас я буду аргументировать. Да, я понимаю, да, больше, чем какой вид спорта больше приносит медали, тем как бы больше внимания, больше финансирования. Но я считаю, мы уделяя большое внимание только борьбе, мы обделяем внимание в какой-то мере и другие виды спорта. А мы должны понимать, что помимо борьбы у нас есть очень много видов спорта, и что есть такое понятие, как массовый спорт. Массовый спорт у нас далеко не борьба. Самый массовый вид спорта — это у нас командные игры. Это волейбол, футбол, баскетбол, да, и другие виды спорта.
Но почему-то у нас традиционно так сложилось. Да, это, конечно, традиция уходит далеко корнями к истории Кыргызстана. Да, мы как-то, борьба это как-то на генном, можно даже сказать, уровне, хотя я в гены не верю, честно, предрасположенность. Но почему-то, да, в борьбе у нас успехи есть, да. Даже не имея хороших условий, как в России, скажем, в Грузии, в Иране, наши борцы постоянно становятся чемпионами Азии, становятся призерами чемпионатов мира, это понятно. Но другие виды спорта у нас забываются. Я считаю, это неправильно и несправедливо. Почему? Потому что отсутствие единой государственной программы по развитию спорта в нашей стране, ну, как бы, к этому и толкает. Почему? Потому что должна быть единая республиканская программа по развитию массового спорта. Это раз. По физическому оздоровлению населения два. И, конечно, про профессиональный спорт. А у нас нету ни того, ни другого. И всю жизнь мы как бы на борьбе и далеко не уедем. Тем более, учитывая то, что на Олимпийских играх, на последних Олимпийских играх заседаний МОК, да, мы знаем, что, возможно, борьбу могли убрать. Буквально недавно могли ее убрать из списка. Почему? Потому что рейтинг падает. Это не зрелищный вид спорта. Соответственно, классическую вольную борьбу могли вообще убрать из программы Олимпийских игр. Возможно, на следующих уберут, кто знает. Ее и так сократили, да, мы знаем, да, квоты на... Да, да, конечно, поднимается, но нужно учитывать то, что Кыргызстан не только борьбой един, как бы, то есть у нас есть очень много талантливых спортсменов и как бы есть потенциал и в других видах спорта. Мне кажется, нужно вот все это как-то планомерно развивать по всем направлениям, а не просто постоянно финансировать и как-то уделять большое внимание борьбе. Да простят меня фанаты борьбы, я сам люблю борьбу, но нужно понимать, что мы должны меняться. То есть весь мир и вся индустрия спорта мира, она как бы постоянно трансформируется, изменяется, но мы тоже в ногу со временем должны меняться и принять какой-то единый консенсус по развитию спорта в нашей стране, по которому все виды спорта будут планомерно развиваться. Этому пример вот, скажем, Китай, да, Китай, Южная Корея, да, и эти страны в 20 веке, в середине 20 века вообще по многим видам спорта была, ну, не сильно всегда. Да. Мы считаем, да, у нас плохо развиваются зимние игры, что вот мы вот не умеем, вот наше дело борьба, нужно бороться. Прошу прощения сейчас. Вот, закончу мысль, да. Возможно, но это как бы мнение каждого, госагентство может со мной не согласиться, но тем не менее. Приведу пример. После больших дотаций финансовых и экономических показателей развития, да, как бы экономика развивается, спорт тоже. Южная Корея сейчас в зимних видах спорта, она является одной из таких сильных стран. Это в зимних видах спорта. Это пример. Китай за находится гораздо южнее нас, да? Да, хотя она находится гораздо южнее. Например, скажем, Китай, да, в середине 20 века она по многим видам спорта была, ну, как бы не самой сильной. Сейчас Китай является главной спортивной державой мира. То есть предрасположенность или там, скажем, расовость какая-то и другая какая-то причина не имеет никакого отношения к спорту. Если ты грамотно развиваешь спорт, если есть хороший менеджмент и хороший маркетинг и хорошая программа, можно развивать любой вид спорта. У меня есть только два вопроса. Вернее, один вопрос по двум видам спорта. Баскетбол и марафоны, бег. Есть там китайские спортсмены? Да, баскетбол, китайские спортсмены. Я да. По-моему, и все. И в легкой атлетике тоже очень много же спортсменов. Вот ямаец, да, то есть Усейн Болт, да, ну, вроде бы ямаец, да, но добился больших успехов. То есть я считаю, что не должны мы себя как-то ограничивать, особенно в спорте. У меня есть небольшой прикол, может быть, мы повернем немножко часть юморную, да. Вот как была такая в ходу байка, вот, относительно недавно, что почему побеждают африканские спортсмены? Потому что не знают, как правильно тренироваться, они не знакомы с тем, что у организма есть ресурсы какие-то, они бегут как стартанули, там, некоторые берегут силы, они побежали, все, и тем самым выигрывают, да, как только спортсмены стали узнавать, что имеется и тактика такая-то, да, на беговой дистанции, где-то нужно там беречь силы, как только это все достижения мирового спорта пришли к ним, они стали показывать хуже результаты. Я не знаю, это говорят, это байка, ну вот. Такая... Гипотеза, теория. Да, да. Вот. И я действительно согласен с Адилетом в плане того, что нам не стоит зацикливаться на одном виде спорта. У нас есть... Я считаю, что государство должно делать программу, нацеленную не на один вид спорта. Да? Должна быть такая многоуровневая целевая программа государственная по поддержке, во-первых, в первую очередь, тех видов спорта, которые сейчас приносят результат, да?
Второе, во вторую очередь, те, которые потенциально могут принести в ближайшее время. И третий там этап, это который, ну, третий уровень, это все остальные виды спорта, которые необходимо развивать, потому что надо. Да, потому что есть интерес к футболу, есть интерес к баскетболу, не знаю, там, хоккею, Футзал. шайбе, футзал. Там, ну, все остальные виды спорта нам необходимо также развивать и иметь государственную программу на всех этих уровней. Да. Вот, вспомним с вами, коллеги, о том, что у нас есть, к примеру, баскетбол, да, уличный баскетбол, не уличный баскетбол, 3 на 3, вообще 3 на 3, оказывается, по рейтингу наши спортсмены вообще мировые лидеры. Да. А и говорят, что скоро включат в программу Олимпийских игр Да. 3 на 3 баскетбол. Будет, Так будет. почему бы сейчас государство не готовить этих баскетбол, потому что они уже есть сейчас, они уже номер 1 в рейтинге. Почему нельзя сейчас подготовить там очень хорошую программу, запускать их во все возможные турниры, пускай они набираются опытом, уже игроки есть, команды есть, я не знаю, номер 1 мы в рейтинге, да. Это вот что касается баскетбола 3 на 3. Тот же пример, извиняюсь, перебью, тот же футзал. Наша сборная по футзалу является в семерке самых сильнейших команд Азии. То есть мы всегда отбираемся на чемпионат Азии. Да. Да, и мы всегда в шаге от попадания на чемпионат мира. Но, как мне известно, со стороны государства, ну, по сути, должным образом это не поддерживает футзал. Бұл мамлекет тарауынан қолдамайсың, анткени футбол федерациясы өзүнчө Нет, понятно. Но в любом случае, в любом случае. Я скажу такое, футзал необходимо развивать. Как только мы в Азии стали третьими, получили бронзовые медали, надо было построить 5-6 больших именно футзальных центров. Может быть много функциональных, там, допустим, там же фигурное катание проводить, я не знаю, там же баскетбол проводить, но футзал в то время нужно было поддержать. Этот успех, он имел громадный отклик у всех граждан, не только спортсменов, не только любителей, да, у всех. Да, мы все знали, что наша сборная заняла 3-е место на чемпионате Азии. Это очень большое достижение. Тут же нужно было построить там, условно скажем, как Газпромы, да, ну вот такие вот центры, в которых можно принимать уже на международном уровне. Ведь мы добились результатов там в Азии, значит, к нам может приехать сборная Ирана. К нам может приехать та же сборная Японии, не знаю, там, Испании, там, Голландии. Все бы к нам приезжали бы, если бы у нас была бы нормальная площадка. Если бы мы поддержали. И это как раз таки функция нашего государства. Вовремя подсказать, вовремя сделать, поддержать и найти ресурсы. Если не ресурсы, то вот в большом футболе и ресурсы уже были, да, международные ресурсы, не наши. Нужно было решение просто найти место, где построить современный стадион. Да? Вот таким образом мы должны были, государство должно было поддержать и футзал в частности тоже. Жакшынан биз дагы мына Олимпиада оюндарына жолдомо алган бир лидерди байкап атабыз да, Владимир Золоевду. Бизде Бишкекте өткөн Азия чемпиондугунда алтын байгени алды. Алтын байгени алганда да мына өтө күчтүү атаандаштар менен кармаш өткөрдү. Владимир Золоевдун жеке менин оюм боюнча эми жок эле дегенде алтын болбосо да күмүш же коло байге алганга мүмкүнчүлүк бардай сезилип атат мага. Ну, насчет Зулоева, опять же, я, скорее всего, сегодня после эфира буду самым таким ненавистным человеком для наших телезрителей, но тем не менее отмечу. Да, Владимир Зулоев отличный спортсмен. Я был очень рад, когда он стал чемпионом Азии, тем более дома, как бы, да. Но нужно учитывать, что чемпионат Азии это одно. Да, это историческая, конечно, победа, первая, как бы, золото азиатское, да, у нас дзюдо тем более, да. Но нужно учитывать, что на Олимпийских играх соберутся не только азиатские спортсмены. То есть мы знаем, что помимо Японии и азиатских стран, дзюдо очень хорошо развито во Франции, в Европе, да, скажем, в Англии, в Америке очень сильные дзюдоисты. Поэтому, честно говоря, почему-то я не так воодушевлен Зулоевым. Да, простят меня болельщики, ну просто, ну, я понимаю уровень конкуренции, какой он приблизительно будет на Олимпийских играх, если посмотреть на весовую категорию Зулоева, да, там будет действительно очень сложно. И в такой ситуации, если так посмотреть и поразмышлять на счет сухих цифр, то Зулоеву будет довольно-таки сложно и тяжело. Поэтому я немножко далек от вот этой эйфории азиатской, честно говоря. На чемпионате Азии, да, окей, на континентальном турнире, скажем, на Кубке мира. Азиядағы дзюдоисттер деле дүйнөлүк рейтингде алдыңкы орундарда турат. Да. Анан ал жакта Владимир Золоевдун ушул өтө оор кармаштарды өткөрдү, ар биринде ушул акыркы мүнөттөргө чейин кезде жеңиштерди кармап барып ушул. Есть еще один момент. На чемпионате Азии, который у нас здесь проходил, да, по дзюдо, приехали не все спортсмены, это во-первых. Самые сильные рейтинги, особенно японцы, не стали приезжать, у них была подготовка. Японцы келген, да. Да, но не все, я говорю. Самые сильные остались все дальше проводить подготовку. То есть, и, соответственно, еще не стоит забывать, что дзюдо
это для японцев, это основа из всех основ. И мне кажется, они сделают все, что угодно, но не позволят другим спортсменам брать золотые медали. Я думаю, все-таки здесь японцы, во-первых, дома, плюс, во-вторых, это дзюдо, это очень принципиально, и в-третьих, конкуренция очень бешеная, поэтому, конечно, пожелаем Зулоеву удачи, но мне кажется, японцы будут почти во всех весовых категориях брать медали, мне кажется. Негізінен алғанда бүт эле спортчулардын жогоруда айтканмынбы, мээнетин текке чыгарбаш керек. Алар чоң бир аракет кылып атышат. Бир гана Зулоев эмес, жалпы эле 17 спортчу. Экинчи жагынан фактор бар. Риодогу акыркы олимпиадада Кыргызстан боюнча Айсулу Тыныбекова рейтингде 5-орун менен барган. Андан кийин эле Арсен Эралиев 7-орун менен барган. Жыйынтыгында олимпиадада ошондой эле орундарды алып келишти да, мындайча айтканда. Бул жолку рейтингде жалгыз эле Айсулу Тыныбекова 1-орун менен баратат. Бул мындай Кыргызстан үчүн аябай жакшы чоң үмүт берип турат. Ушул жагы бар. Анан эч кимге мисалы үчүн неметпеш керек. Экинчи жагынан Золоевду айтып атабыз. Эгерде Пекиндеги олимпиаданы ала турган болсок, Канат Бегалиев 2-орунду алды, 3-орунду Түмөнбаев Айбек. Ошол акыркы Азиянын лицензиясында Азияда 1-орунду алган да. Ушул факторду дагы эске алыш керек да. Себеби акыркы турнирлерде биз эмне үчүн азыр ак жол менен Жоламанга көбүрөөк үмүт артып атабыз да. Алар азыр рейтингде 10-дун ичинде деле жок, чынындачы. Бирок өздөрүнүн салмагында да. Бирок ошентсе дагы биз аябай үмүт артып аткан бирден бир себеби булар акыркы турнирге чейин болгон аракетин токтотпой келатышты да өздөрүнчү. Ошондуктан булар азыр мындайча айтканда жакында эле болду, мисалы 2 ай болду элек, лицензияларды алганда. Рейтингде өздөрүн жакшы кармап турушат да. Булар өздөрүн бошотушкан жок. Биз алып койдук лицензияны, биз эми кичине эс алабыз, же болбосо азыраак тренировкалабыз, жакындан да күчөтөбүз дегенде эмес. Булар аягына чейин тырмышып келатышты да. Айбек Руслан Түмөнбаев, кечирим сурайм. Руслан Түмөнбаев дагы ошо акыркы Азия чемпионатында 1-орунду алып, андан ары барып келген да. Ошол жагынан алганда, сиздин жанагы жогоруда айтып аткан, дзюдочунун айтып атканыңыз дагы бекеринен эмес, кандайдыр бир демге эле үмүт артып туруш керек. Бирок ошол эле учурда кайсыл жерде болуп атат, кимдин спорт экенин дагы эске алганда, жогоруда коллега айткандай эле, баягы үй жагынан баары ооматтуу болуп кетеби деп турам да. Бирок билбейм, мен бардык эле спортчуларга ишенип атам. Анан Эрназар Ахматалиевдин Казакстанда өткөн лицензиялык турнирде күрөшкөнүн эске алсак да, эркин күрөштөн жалгыз Эрназар алган, андан кийин анан Аял Азировдун индиялык каршылашы допинг менен кармалып калып, анын ошол лицензиясы Аял Азировго өттү. Эрназар Ахматалиев ошол дүйнө чемпионуна 8-0 утулуп жатып, аны утуп кетти, мындай реванш алып. Анын ошол Эрназар Ахматалиевде кандай мүмкүнчүлүк бар деп ойлойсуздар? Негизи эркин күрөшчүлөрдө өткөн жылдары көп болчу. Риодогу олимпиадада быйыл ошол Эрназар, анан Аял Азиров эки эле эркин күрөшчүлөр бар да. Бизде негизи эркин күрөш бир заман жери толугу менен, түп тамыры менен реформага муктаж да. Эркин күрөштө биз аябай эле позицияны утуп атабыз. Дүйнө жүзүндө биякта Иран менен Россия өтө эле алда, ат чабуу менен алда кетип калды. Андан кийинки медальдар ким алат деген маселе турат да. Эми албетте үмүт бар, жакшы жеңиштери бар. Чындап эле акыркы учурда мындай атылган окто эле жакшы чыкты да. Эрназар, бирок эми көрө жатарбыз, анын салмагында өтө эле мыкты, мындай орусча айтканда гиганттар бар да, өтө эле күчтүүлөр бар. Эми ар жагы баягы чучугулакка көз каранды болуп жакындап келе берсе, андан ары мындайча айтканда табит ойгонуп кетеби деген дагы үмүт турат да. Эми албетте үмүт артабыз, жөн эле барып келсин, көрүп келсин деген эмес. Жаш спортчу балким баягы ичиндеги бир характерин ошактан чачып бир нерсени кылып, албетте бир нерсени сөзсүз биз дагы үмүт артабыз. Балким жогорудагы биз аябай күнгө теңип аткан спортчуларыбыздан ушул бир нерсеге жарайбы деген дагы үмүт турат да биякта. Бирок мындай таптакыр жокко чыгарып деле болбойт да. Бирок мунун салмагында өтө эле күчтүүлөр аябай көп да. Но мне кажется, знаете, в ситуации с вольной борьбой ситуация такая. Не спорю, я тоже болею за наших борцов, вольников. Мы тоже ждем, конечно, от них медалей. Но если так подумать, шансы у вольников меньше, чем у классиков. Ну, так, да, это как бы по статистике, если так посмотреть, по завоеванным медалям, по успехам. Вообще в последние годы вольная борьба, да, после 2008 года, после Олимпиады в Пекине, ну, как-то вот, ну, худо-бедно получается. А вот в греко-римской борьбе у нас постоянно стабильность есть, определенная стабильность есть, и в последние годы эта стабильность вот отчетливо видна. У нас есть стабильность в женской борьбе и есть стабильность в греко-римской.
А вот в вольной борьбе у нас все как-то вот, ну, не знаю, нестабильно. Есть и взлеты, есть и падения. На домашнем чемпионате Азии, да, помню, да, вот здесь у нас во Дворце спорта. Большинство медалей принесли именно классики у нас, а вольники вот как-то вот, ну, слабо выступили, честно говоря. Мне кажется, это системная проблема вообще внутри вольной борьбы. Мне нужно, я думаю, я тоже согласен, что нужна определенная системная реформа и нужно полностью пересмотреть приоритеты, пересмотреть цели, задачи как-то вот. И я думаю, после этого можно вот ждать какую-то стабильность. А так, мне кажется, да, конечно, мы болеем и всякое возможно. Возможно, Эрназар выдаст лучшую серию побед в своей карьере, кто знает. Но в любом случае, мне кажется, что у вольников шансов поменьше, чем у классиков. Бұл Олимп ойындары сіздердің өздеріңізше несімен өзгеше болады? Өйткені бір жыл артқа жылды, Европа чемпиондығы да бір жыл артқа жылғанда қандай болады деп бүткенбіз, бірақ бүткенден де жақсы болды. Өте бір есте қала тұрған Евро өтті. Бұл Олимп ойындары қандай болады? Мне кажется, эти Олимпийские игры будут, ну, однозначно останутся в истории, ну, хотя бы тем, что ее впервые в истории человечества передвинули. Один раз отменяли только во время Второй мировой войны, да, мы знаем Олимпийские игры, да. И вот только сейчас, потом, после 60 лет, передвинули впервые. Ну, это однозначная история, конечно. С другой стороны, мне кажется, конечно, пандемия наложила определенные, так скажем, свои отпечатки на Олимпийские игры, вообще весь мир и на человечество. Соответственно, ожидаем очень малое количество болельщиков, очень низкие финансовые успехи и маркетинговые возможности в целом. Мне кажется, после этих Олимпийских игр в МОКе пересмотрят ряд каких-то видов спорта и ряд определенных реформ сделают. В любом случае, мне кажется, спорт, я считаю, что нужно разделять человечество и спорт до пандемии и после пандемии. После пандемии, вот, постпандемийный период мы сейчас наблюдаем, да, и, соответственно, эти Олимпийские игры тоже внесут определенные корректировки. У нас будет такое переосмысление, переоценка ценностей будет, и в этом плане, конечно, Олимпийские игры тоже не исключение. Также я ожидаю определенные, будут нарушены многовековые, так скажем, традиции, да, уже, например, одна из последних новостей, да, спортсмены теперь, которые выиграют олимпийскую медаль, будут сами надевать медаль, да, это опять же из-за пандемии сделано. Очень много спортсменов не смогли приехать, да, плюс Россия будет выступать без гимна и без флага, да, скажем, да. Ну, очень много таких моментов, и в любом случае эти Олимпийские игры, мне кажется, не скажу, что они пройдут плохо, но скажу, что она будет проходить как-то вот в оригинальном ключе, чем раньше. Раньше мы знали, что будет на Олимпиаде. Это церемония открытия красочная, одни и те же страны зарабатывают медали, потом в концовке это закрытие, пару скандалов во время Олимпиады, да, и в конце какой-то скандал обязательно. А сейчас предугадать очень сложно. И учитывая то, что и в самой Японии не все спокойно, да, то есть не раз предлагалось там перенести Олимпийские игры, вообще не проводить, то есть были большие деньги потрачены, и потом вся эта пандемия случилась, и правительство Токио тоже пересматривало свои расходы. Ну, то есть очень много таких нюансов, и от этой Олимпиады, честно говоря, я не знаю, что ожидать. И я считаю, что это очень самый такой важный, интересный момент этой Олимпиады. Мы не знаем, что ждать от этой Олимпиады. Ну, я согласен с Атилетом. Я еще хотел бы добавить о том, что ко всему прочему сказанному еще существует такой нюанс, что на любом этапе спортсмены могут заразиться. Да? Да. Вроде бы фаворит какой-то шел, и его могут там, не знаю, на каком-то этапе отстранить от состязаний, и может выиграть совсем другой, да, человек, нежели там записной фаворит, да. Дай бог, чтобы все наши спортсмены выступили должным образом, никто не заразился, как, ну, если проще говорить, да, чтобы никто, не только среди спортсменов, но и среди делегаций, да, нашей делегации, чтобы все были здоровы, чтобы все дали возможность нашим спортсменам хорошо выступить. Ведь мы помним ту историю, что случилось с нашей футбольной командой, да, в Японии. Мы сейчас слышим, что в российской делегации там уже есть заразившийся коронавирусом, да, там массажистка, по-моему, какой-то команды женской. Вот, и вполне возможно, что из-за таких, мы знаем, что Япония очень
четко умеет ограничивать, да, вне зависимости какой-то вид спорта, что это значительный такой интересный там, или там ожидаемый, там, не знаю, супер какой-то популярный вид спорта. Нет, они берут просто в рамках своих ограничений, не разрешают каким-то спортсменам или целой группе спортсменов, кто летел в одном самолете рядом, находился на этих местах, да, то есть они могут ограничить какую-то часть спортсменов, и может быть случится так, что записные фавориты, там самые лучшие в рейтингах могут оказаться вообще не у дела, и тогда могут выстреливать совсем другие люди. Да. Полностью согласен, да, вот хотел бы отметить еще один интересный факт, что правительство Японии и вообще алгоритм, японский алгоритм, да, по предотвращению коронавируса, да, то есть она очень строгая, это во-первых, и правительство как бы ни на кого не оглядывается, да, вот яркий пример, да, вот наш коллега тоже отметил, помните нашу историю с нашей сборной, да, то есть представляете, да, то есть принимающая сторона, то есть Ассоциация футбола Японии не смогла убедить правительство в том, что нужно допустить наших игроков. Они сказали, вот протокол такой, вот есть подозрение, все закрыли. И наша сборная играла с полевым игроком на воротах. Несмотря на то, что повторные результаты Да. тестов дали уже другой совсем Вот результат, это- что нету. Все равно ограничили наших спортсменов на довольно-таки значительное Неумолимо. И, соответственно, есть такой момент, что, возможно, да, некоторых ограничить. С другой стороны, еще есть очень немаловажный фактор, который может отразиться на Олимпиаде и спортсменах. Даже если их выпустят, все-таки ведут ограничения на тренировочный процесс, возможно, их изолируют. И в такой ситуации как будут спортсмены готовиться и в какой кондиции они выйдут на соревнования, это тоже такой большой вопрос. Поэтому вот такие моменты, мне кажется, пару скандалов мы увидим. В любом случае, больших скандалов на Олимпиаде, я думаю, мы увидим. И именно на почве тестов от коронавируса. Мен мынтип сурайын атканда сіздердің негізі эфирдің жиынтықты убагында Кыргызстандын ошол футбол курама командасынын дарбазачылары, оюнчуларын карантинге алып койбоду. Анан бул балким Олимпиада оюндарында болгон репетиция. Да, возможно. Анан мисалы үчүн Айсулуу Тыныбекова өзүнүн группасына фаворит. Балким барганда Айсулууну ошол сыяктуу башка дагы Япондун спортчуларына алтын медаль алууга тоскоолдук жарата турган спортчуларды карантинге алып коюп, анан катыштырбай коюу деген Заговор, берим келгенин сиздерге негизи кандай деп ойлойсуздар? Ну, я думаю, вряд ли Япония не та страна. Да. По крайней мере, по имиджу, потому что мы знаем о Японии, потому что с чем сталкиваются наши делегации разные, не только спортивные, да, может быть, общественные, да, государственные делегации. Все-таки Япония та страна, которая она очень высоко ставит порядок на первое место, да, у нее. Они очень педантичные. Они любят, чтобы это было все как расписано, ну, как, не знаю, как немцы, может быть, в Европе, да. И поэтому я не думаю, что они будут составлять какие-то заговоры для того, чтобы японские спортсмены имели какое-то преимущество, нежели перед другими. Я не думаю, что такое будет в Японии. Со стороны японских государственных органов и спортсменов. Мындай сөз бар эмеспи? Карскыдан корксоң токойго барба дегендейчи, эми алдын ала бир кандайдыр бир шыртоону издей берген болбойт. Чын эле биз эгерде жалпы олимпиадалык масштабта ала турган болсок, адилет айткандай эле биз бир ал жактан бир чууларды көрөбүз. Анысыз болбой коет болуш керек, себеби факторлор өзү ошого алып баратат. Бул жагдайлардын баардыгычы. Бирок ар бир спортчу өзүнө сак болушу керек. Биздин спортчулар эми кандай тамак жеш керек, кандай өстөрүн алып жүрүш керек, булар бир ечендеген курстарды өтүп болуш керек, бир гана тренировкадан тышкары, машыгуудан тышкары. Ошондуктан биз өзүбүздүн спортчуларыбызга ишенип туралы. Эми мен билбейм, биздин көзгө басар спортчуларыбызды ушундай алтынга баратасың деп жолун бөгөгөндө, эми бизде мисалы 17 спортчу болсо дүйнөдө эмне деген державалар турат. Чоң бир чуу чыгып кетиши мүмкүн, андыктан биз андайга болбойт деп үмүт тартып эле туралы. Күтөлү эми өзүбүздүн спортчулардан. Бирок жалпы олимпиадалык масштабта мындай учурлар болот. Кээ бир ансыз болбой койбойт болуш керек. Себеби факторлордун баары ошого баратат да биздики. Азыр байкасак, ошол эле трибунанын жоктугу, ошол эле элдин астыгы, дарыгерлердин турушу, буга чейин мисалы үчүн допингден деп анализ алып атса эми вирустан деп, ошонун баардыгы бир нерсеге алып барып салышы мүмкүн да, кандайдыр бир факторлорго. Бирок ар бир спортчу өзүнө эле сак болуп эле өзүнө берилген программа, планканы аткара берсе, менимче андай эле өз учуга барбайт болуш керек да. Кудай сактасын эле деш керек мындай учурда, башка эмне дей аласыз? Мне кажется, знаешь, Бактер, я добавлю, что эти Олимпийские игры, я считаю, станут самыми спорными и скандальными Олимпийскими играми в истории человечества. Почему? Во-первых, это ситуация с ковидом. Я думаю, очень много скандалов на фоне коронавируса будет.
там, что у кого-то выявили, есть подозрения. И второй момент, Россия, да, то есть когда выступает без флага и без гимна, соответственно, российские спортсмены, да, они получили инструктаж, там, как говорить, как себя вести, но в любом случае, на фоне вот этих всех спортивных таких геополитических и околополитических тем будут скандалы. Мне кажется, это сыграет свою роль, и мы будем говорить об Олимпиаде 2020 как о самом скандальном Олимпийских играх. Менимче бул Олимпиада оюндарында саясат өтө көп колдонулат болуш керек. Конечно. Буга чейин орусиялык спортчуларды көрүм, россиянка деп айтыла деген сыяктуу ушул көрсөтмөлөрдү берип жаткан көрөмүз. Анан эң кызыгы менимче ошол биздин Владимир Золоевду япондуктар тосуп алуу үчүн Олимпиада оюндарына Кыргызстанга гимнди ырдап даярданып аткан экен япондор. Кыргызстандын гимнин ырдап. Демек жөн жерден дагы болсо керек. Анан дагы бир нерсе, биздин өлкөдө талкуу жараткан нерсе, бул биздин олимпиадалык курама команданын парадтык формасы чоң талкууга түштү. Ошол парадтык формага эми чын айтыңыздар, жактыбы жакпадыбы сиздерге? Негизи кандай көз караштасыздар? Эми бул формаларды ала келсек, эмне үчүн коомдо аябай чоң чуу чыгып кетти? Мен жеке өзүм көз карашымда өтө деле көп сындаган жокмун. Эми кийиштер, чын айтайын, спортчулар маанайын түшүргүм келген жок. Бирок эмне үчүн коомчулукта аябай көп чуу чыгып кетти? Себеби баягы Кыргызстан эми текстиль жаатынан алганда Орто Азияда Кудайга шүгүр. Кийимдин кандай тигилиши, эмне орнамент кандай басылат, тиги бул баары түшүнүп турат. Ошол эле Facebook'та, Instagram'да аябай көп талкуу болуп кетти. Себеби азыр кимдин таанышын сурап, бир тааныш бар, сөзсүз ошо бир тигүү үчүтсек иштеп атканычы. Алар деле бири-бири менен сүйлөшөт. Бул деген оймон мындай басат, тигиндей басат, жол жобосу мындай депчи. Ошондуктан баягы биринчи баасынан, экинчиден баягы коомчулуктун көпчүлүгү баары эле ошо тигүү тармагында Кыргызстан, кыргыз эли дейинчи, көбүрөөк алек болуп кеткендиктен түшүнүп атат да мунун сапаты тууралуу. Негизги чуу ошондон болуп кетти окшойт. Ал эми билбейм, жалпысынан айта келгенде мен жеке өзүм кандайдыр бир оң же терс делеп пикир билдирген жокмун. Мага мындайча айтканда бул форма боюнча жеке мен көз карашым кайдыгерлем да, кандай болсо дагы. Айрылыш жок. Мне вот кажется, я бы хотел подразделить на два компонента насчет формы. Разделить. Первый. Во-первых, я понимаю, какой смысл был заложен. Да, с одной стороны, это наши традиционные орнаменты, да, которые делают отсылку к номадической культуре, культуре кочевников, нашей кыргызской культуре, это да. С другой стороны, сакура, там, японская культура, то есть культура двух стран соединились, все круто. Белый цвет почитается у нас в Кыргызстане, да, мы знаем, это очень такой определяющий цвет большой, да, который является символом вот, честности, доброты и вообще всего хорошего. Это понятно, не спорю. Смысловая нагрузка на парадной форме, как бы, понятно. Но исполнение, да, то есть чисто визуально, как это смотрится. С этой точки зрения, визуально, ну, честно говоря, мне не очень нравится. Это сугубо мое личное мнение, я, конечно, никому не навязываю. Не нравится не потому, что там все начали обсуждать эту новость и как-то критиковать. Ну, чисто лично для меня она вот слишком прямая, слишком угловатая, слишком, ну, не знаю, слишком простая и громоздкая, знаете. Я вот не представляю, как наши спортсмены в этих чапанах, когда все утонченные такие, да, все будут выходить в такой форме подтянутой, наши будут выходить вот, да, в этой форме еще летом, еще это все все это кажется очень тяжелым, таким сложным, таким, ну, не знаю, как бы ощущается, что это очень тяжело, да, как будто накинул там шубу, а не, скажем, чапан. Поэтому с этой точки зрения, с точки зрения вкуса и вообще визуальной части, мне кажется, ну, не очень, получилось не очень. Если бы это был эксперимент, я считаю эксперимент неудачным, но это мое мнение. Да, и насколько я понимаю, это все-таки большинство пользователей соцсетей наших видела только один вариант парадной одежды, в которой наши спортсмены будут на церемонии открытия. Там есть еще, ну, сравнивали многие пользователи с теми видами одежды, которые, например, те же казахстанцы спортсмены будут выходить на получение медалей, да, возможных. Там совсем другая форма. И у наших спортсменов тоже есть второй комплект формы для получения медалей. И он немножко похож на казахстанский стиль. Ну, я скажу, что действительно по цене я ничего говорить не буду, потому что я не знаю, я вблизи не трогал, не рассматривал эти костюмы, не знаю, как они смотрятся вблизи, возможно, немножко по-другому, но в общем, мне костюмы тоже не понравились. Да, все-таки, мне кажется, мы действительно, как коллега Адилет сказал, мы действительно страна, которая уже достигла определенного такого уровня, да, и в
в том числе у нас каждый второй связан с швейным производством, да, вот, и мне кажется, все-таки мы немножко не угадали здесь с изготовителем, да, с исполнителем этого государственного заказа. Да. Вполне возможно было какое-то, мы привыкли об этом говорить, наверное, на кухне там и с друзьями, о том, что существует определенное некое давление при исполнении государственных заказов. Да, действительно, мне кажется, там идея, может быть, была интересная, хорошая, но воплощение этой идеи было недостаточно интересным. Топорным. Что первый комплект, что второй комплект для получения медалей, мне кажется, не совсем удачно. Да. Мы могли сделать гораздо лучше. Лучше, гораздо лучше. Вот. Я даже вот хотел бы привести пример. Да? Давайте вспомним, в каких в парадных формах выступали на играх кочевников наши спортсмены. Ну, было же красиво. Да, там, во-первых, все выходили в чептамах, да, в чапанах, в колпаках. Ну, то есть чисто как бы с отсылкой к крымской культуре, да, то есть чисто традиционная одежда. Но как это было сделано? Было очень сделано очень гармонично, и в то же время с учетом на современные тренды. То есть все это выглядело стильно, вкусно, и в то же время отсылало к нашей культуре. Я считаю, могли бы сделать, если бы этого не было, я бы, сказал бы, не получилось. А раньше-то мы видели, что можно было сделать вот так, а теперь сделали вот так. Соответственно, ты думаешь, а почему не сделали как в прошлый раз, там, немножко получше, покруче? В любом случае, я считаю, что раньше, точнее на играх кочевников, наша парадная форма нашей сборной была поинтереснее, поэлегантнее, что ли. Бирок эми арабаны алдыга чаппай туруш керек. Себеби негизги бааны берчү, биякта эми ошо. Конечно, медали, спортивные показатели. Медальдардан тышкары негизи ошо парадтагы формадагы да баа бере турган өзүнчө калыстар дагы бар да. Да. Ошол жактан дагы Кыргыздын чапаны жанагы кийип аткан спортчулар азыркы эле бараткан кийими кандайдыр бир ошо калыстардын сыйына да арзып калышы мүмкүн. Ошондуктан эгерде ошондой сыяктуу бир шылтоо чыгып, же болбосо биздин формаларга бир артыкчылыгын көрсөтүп биз ушул эле айтып аткан формага бүгүн башкача көз карашты окушубуз мүмкүн да. Ошондуктан азырынча бир нерсе деп айтуу кыйын, себеби ал жакта эми макул бир дизайнер ойлонгон экен, эми ошонун атында экен, бирок жалгыз аны мүнөлөй берген болбойт. Ал деле отуруп кеңешип, ошол команда работала. Япондордо барып келип жүргөн бирөөсү барбы, балким ошолордун культура, маданиятынын бир нерсесин айтып, балким кошту. Барып келишсинчи, келгенден кийин айта алам. Я вот понял вашу мысль, да, типа, мол, если похвалят эту форму, все мы начнем. Не спорю, но, конечно, после церемонии открытия Олимпийских игр в СМИ будут распространяться всякие рейтинги самых красивых форм. Это как бы традиционно, окей, да. Я не исключаю, возможно, по каким-то критериям парадная форма наша может стать крутой. Да. Но лично для меня, даже если она станет по рейтингу крутой, она визуально мне чисто не нравится. Здесь вкусовщина, знаете, понимаете, это дело вкуса, это субъективная вещь. Мне кажется. Ага, мисалы үчүн форма боюнча эл өзүнүн баасын берип койду да. Мынчалык көп барбайт болчу. Бирок эң негизгиси эске ала турган нерсе кыска мүнөттүн ичинде ошол тигип чыгышкан экен. Анткени Олимпиада оюндары жылып кетет, болбой калат деп ошентип күтүп отуруп акырында аз убакыт калганда анан ошол буйрутманы берип, анан күнү түнү иштеп, ошол иштеп тигип чыктык дейт. Негизгиси ушул япондордун сакурасы менен дракону, анан биздин өзүнүн буг эне, умай эне деп биз ушинтип эме ыйык тутабызга жанар бугуну. Ошонун мүйүзүнүн колориттери кошулган экен. Кантсе да эми форма эң негизгиси эмес, эң негизгиси бул Олимпиада оюндарында Кыргызстандын спортчулары тарыхый алтынды алат деп ишенип күтүп турабыз. Балким бир эмес, бир нече алтын болуп калышы ыктымал. Андыктан бардыгыңыздарды ошол Олимпиада оюндарында биздин спортчуларга көрөрмандык кылып, Кыргыз спорту телеканалынын ушул эфирлерине активдүү катышууга чакырамын. Бизге бөлгөн убакыт соңуна келип жетип калды. Андыктан коштошууга аргасызмын. Самат Чумакадыров агабыз, журналист, блогерске чоң рахмат убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн. Кызматыңыздарда мен Бактияр Кыдыралиев, Адилет Темирланов, Азамат Асылбашевтер болдук. Кайрадан амандашканга чейин бар болуңуздар.